Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях юрист из Армении, комментатор Гера Акопян. Здравствуйте, господин Акопян, очень рад вас снова видеть. Приветствуем. Ну что ж, господин Акопян, давайте с вами начнем, конечно, с событий в Иране. Иран не чужое для Южного Кавказа государство, которое в равной степени, как Турция и Россия, влияет на политику Южного Кавказа. МИД Армении осудил то, что называется нападением Израиля на Иран, либо то, что в Израиле называется спецоперацией по денуклеаризации Ирана. Ваше мнение, впечатление от происходящего и самое главное, вот как это в широком контексте воспринимается в Армении, то, что происходит в Иране? Спасибо за приглашение. Да, война последних дней, вне сомнения, находится в центре внимания в Армении у всех. Не секрет, что Иран обеспечивал нам дорогу жизни с южной стороны Армении. С севера у нас дорогой жизни обеспечивается Грузия. С востока и запада у нас Азербайджан и Турция, с которыми у нас, мягко говоря, проблемы. В этой связи мы очень обеспокоены этими развитиями, которые сейчас происходят в Иране. И Армения очень и очень надеется, что кризис в той или иной мере разрешится. К сожалению, мы все видим, что кризис нарастает, стороны как бы не находят общего языка. И, к сожалению, для Ирана это может привести к тому, что страна будет разделена, может быть, на части, может быть, там вспыхнет гражданская война. Это трагедия, это человеческие жизни, война и т.д. и т.п. Но в любом случае это плохо отразится на Армению. И у нас есть также нюанс в виде того, что не секрет, что Армения сама обеспечивает северо-западную часть границы Ирана в лице окна в Грузии или в Черное море, в Россию и т.д. и т.п. И если вдруг, не дай бог, в связи с этим Азербайджан решит свои военно-стратегические задачи выполнить и нанести удар по южным регионам Республики Армения, Сюник, то тогда и Иран лишится своего окна в мир с северо-западной стороны, так как кольца Турции и Ирана, так как кольцо Турции и Азербайджана вокруг Ирана окончательно сожмется. Мы все этим очень обеспокоены. Понятно, что от официального Еревана в общем и в целом мало чего зависит. Мы высказали свою точку зрения, но, как и все в мире, и особенно в регионе, так настороженно смотрим по сторонам и пытаемся понять, что происходит. Если официальный Ереван хоть что-то сказал, но, например, такие страны, как Иран, Ирак, Сирия или та же Саудовская Аравия, по сути своей, или ничего не сказали, или ограничились таким декларативными заявлениями. Не секрет, что стороны наносят удары друг по другу, например, по территориям Сирии и Ирака, но эти два страны вообще пытаются удержать молчание. В общем, такая настороженная ситуация, Михаил. Господин Акопян, если говорить о позиции Ирана по Зангезуру или вот по Сюникской дороге, если говорить, исходя из топонимики Армении, если говорить о Сюникской дороге, то Аятолла Хамини неоднократно говорил о том, что значит, Зангезурского коридора либо Сюникского коридора не будет. И азербайджанские эксперты часто это приводят как доказательство несамостоятельности и отсутствия субъектности Армении, поскольку лидер, духовный лидер соседнего государства за Армению отвечает, что будет и что не будет. Вот насколько вы согласны с азербайджанскими экспертами как раз в оценке отношений между Ираном и Арменией? Я не разделяю эту точку зрения азербайджанских экспертов, и здесь налицо прежде всего стремление унизить Армению. Проблема суверенитета страны возникает в том случае, когда некая страна пытается решить свои проблемы или свои задачи на территории другой страны, не обращая внимания на мнение этой страны. В данном случае же мнение Армении и Ирана совпадает в общем, и нет никаких различий. По сути своей, Иран обеспечивает и соглашается с мнением Армении, официального Еревана,
мнение которого, в свою очередь, основано на известном заявлении от 10 ноября 2020 года, по которому война на территории Нагорного Карабаха или Республики Арцах была прекращена. Это заявление имеет много пунктов. Основные пункты и суть заявления сводились к тому, что армяне должны были под защитой российских миротворцев безопасно жить на территории Карабаха. Этого сейчас нет. Карабах, к сожалению, лишился армянского населения в конце сентября 2023 года. Но даже в этих условиях официальный Ереван, по сути своей, говорит четко и ясно: идите, проходите по нашей территории, соблюдая законы Республики Армении и по всем принятым международным правилам и нормам. Нет, Азербайджан настаивает на том, что он должен беспрепятственно по коридорной логике, как они говорят, перейти по территории Армении. Армения тогда говорит, что это не исходит из сути и духа заявления 10 ноября 2020 года, так как армян вообще нет на территории Нагорного Карабаха, один. И во втором, как неоднократно говорил наш премьер-министр, нет ничего коридорного в этом заявлении. Там говорится, что Армения должна беспрепятственно проводить людей, грузов из территории основной части Азербайджана в Нахичеванскую автономную область и туда и обратно. Над всем этим должен вести слежку, следить Российская Федерация. Все. Мы, по сути своей, согласны с этим, но Азербайджан хочет уйти от проверки. А это уже означает, что Армения теряет свою территорию, свой контроль над этим куском территории, а это в свою очередь означает, что Иран тоже лишается своего суверенного возможности перейти из южной части Республики Армения в ее северную часть, Грузии и так далее. Вот такая у нас проблема. Я считаю, что здесь в общем и в целом позиция Армении и юридически обоснована, и логична, и исходит из сути буквы духа заявления 10 ноября 2020 года. Я хотел бы вот этот вопрос, чтобы вы задали азербайджанским коллегам, в чем нелогичность этой ситуации, что они недовольны этим, в чем проблема вообще? Ну, я скажу за азербайджанских экспертов, логика там в следующем. То есть, если вы рассматриваете заявление 10 ноября 2020 года как связанный документ, а вы акцентируете внимание о том, что это связанный документ, который предполагает, что одно вытекает из другого. Ну, вот, скажем, нахождение карабахских армян и свободная коммуникация по Лачинскому коридору, да, соответственно, свободную коммуникацию по Зангезурской или там Сюникской дороге. Да. Да, то есть, значит, исходя из того, что вы говорите, вывод следующий, что если нет двух условий, то нет и третьего условия открытой Сюникской дороги. Соответственно, Азербайджан на это смотрит по-другому, что, скажем, каждый из этих пунктов, так, они отдельно, они изолированно находятся, и их необходимо рассматривать изолированно. Тема Лачинского коридора и, значит, карабахских армян, она вот ушла на второй план и теперь рассматривается Азербайджаном только с точки зрения возвращения азербайджанцев в Армению на территории, откуда они были изгнаны. И, соответственно, ну, там условный нулевой вариант, карабахские армяне возвращаются в Карабах, но азербайджанцы имеют право вернуться в Армению. А тема Зангезурской дороги, она выделяется в отдельный кейс, и Армения обязана открыть Сюникскую дорогу, потому что она взяла на себя эти обязательства по вот этому трехстороннему заявлению. То есть этот пункт рассматривается изолированно. Вот так считать. Нет, я думаю, это несправедливый подход, и любой юрист вам скажет, что если стороны заключают договор, вот, человек идет и покупает машину или квартиру, стороны составляют договор. Договор имеет много пунктов. Как это может быть, чтобы один пункт не действовал, другой пункт действовал? По виду так не бывает. Документ, договор, это и там бытовое правило и международное правило. Если мы смотрим на договор, договор должен быть действовать в общем и в целом. Это нельзя так. Мы идем, покупаем дом, составляем договор. Это как бы, если одна сторона скажет, что действует лишь тот пункт договора, который говорит о том, что ты должен мне давать деньги.
А тот пункт, что я должен тебе давать дом, не действует. Это же нелогично. Элементарно нелогично, Михаил, понимаете? Мгм. Элементарно нелогично. Мы должны смотреть на договор, на заявление от 10 ноября 2020 года в общем и в целом. Более того, я вам об этом сказал в ходе нашей предыдущей встречи. Мы должны посмотреть на дух договора, относительно чего, почему он был создан. А основным условием, духом договора было то, что война заканчивается, армяне продолжают жить на территории Мгм. Республики Арцах или НКР под защитой российских военных, и как уже во многом второстепенные условия, как представление, как жест доброй воли, как слова о том, что стороны как бы завершают эпоху вражды и т.д. и т.п., Мгм. уже есть пункт, что вот стороны разблокируют и Мгм. т.д. Я вот сейчас хочу для вас прочесть этот 9-й пункт этого договора. Смотрите, там как написано. 9-й пункт. Разблокируются все экономические и транспортные связи в Мгм. регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России и так далее. В общем, Мгм. 9-й пункт – это теперь Армения даже имея перед глазами ту ситуацию, что армян в Арцахе уже нет, понимаете, то есть дух, основное принцип, правило, Мгм. из-за чего было все это. Ни армян там нет, ни российских миротворцев там нет. Но Армения все же как жест доброй воли, Армения могла стать в позу и говорить, армян нет, Лачинского коридора нет, вы все нарушили, идите со своим 9-м пунктом. Но официально Ереван даже в этих условиях, Мгм. поскольку официально провозгласила стремление к мирной повестке, даже здесь Армения говорит, идите. Хотите, мы будем договариваться отдельно. Хотите, по этому 9-му пункту идите и проходите, как любой гражданин любой страны проходит через армию. А теперь скажите, пожалуйста, в чем здесь нелогичность? В чем здесь финт? Что мы здесь нарушили, что азербайджанские эксперты недовольны? Вот мне интересно, хотелось бы, чтобы об этом услышать от азербайджанских Мгм. экспертов. Вот это такая ситуация у нас. Ну, смотрите, исходя из того, что я понимаю, ну вот, например, Украина и Молдова, я, по-моему, это уже говорил в нашем эфире, но в других точно Мгм. говорил, благодаря Европейскому Союзу действуют совместные пограничные таможенные миссии. То есть, если вы пересекаете границу, например, Мгм. Одесской области и Молдовы, так, то есть граница, точнее, Украины со стороны Одесской области и Молдовы, Мгм. э, то вы одновременно досматриваетесь украинскими пограничниками и таможенниками и молдавскими Без пограничниками и проблем, пусть таможенниками. будет так. То есть совместно это действительно убыстряет процесс, потому что Ну, совместно нет проблем. обрабатываются Нам даже паспорта, это не грузы и так далее. предлагают. Да, Михаил, но предлагают нам это. но Азербайджан считает, что он имеет право беспрепятственной коммуникации с Нахичеванем, то есть чтобы не было никаких таможенных пограничных процедур, чтобы А где это быстро, значит... написано? Нет, я Где это просто договорю, написано? излагаю Понятно, позицию извините. Азербайджана. Да, Извините. излагаю Да-да-да. позицию Азербайджана. Значит, Мгм. он считает, что это его природное право, значит, иметь возможность коммуницировать с своим анклавом. И самое главное, это всего там 30 километров. То есть, грубо говоря, взял и проехал. То есть, по сути, не о чем и говорить. То есть, для Армении это небольшая проблема разблокировать Зангезурскую дорогу, но, с другой стороны, это разблокирует и возможности для Армении по части там, альтернативных маршрутов, коммуникации, по части инвестиций из Азербайджана, коммуникации с Турцией. То есть Армения получает также свои выгоды за счет того, что разблокирует коммуникацию с Нахичеванской областью. Вот как вы смотрите вот под таким углом? Смотрите, в общем и в целом, как армяне, я думаю, что это, Мгм. в общем, нереально. Мгм. После стольких лет вражды, как армяне могут через Баку перейти, скажем, в Дербент, или в Астару, или в Решт, понимаете? Еще в конце 80-х годов, когда армянские поезда из Еревана
по железной дороге через Нахичеван шли в Мегри, азербайджанцы бросали камни, останавливали составы, были всегда инциденты. Я думаю, никакой среднестатистической реалистичной Армении в этих условиях через Азербайджан не уйдет никуда. Мы свои грузы в конце 80-х, когда отправляли через Азербайджан или получали из Азербайджана, вагоны были разграблены, ничего не было реально. Это нереально с этой стороны. Кроме того, Армения не имеет стольких грузов или стольких вещей, и, наконец, Азербайджан в любой случае может все это блокировать. Но даже в этих условиях, я повторяюсь, наверное, люди вне Армении не знают эту ситуацию. Наш премьер-министр четко говорит, мы готовы, да, давайте вы открываете, мы открываем, вы нас проверяете, мы вас проверяем. Хотите, давайте общую проверку. Даже наш министр иностранных дел такую схему предложил, что у вас груз печать будет заштрихован и запечатлен, потом мы через компьютерные системы будем проверять их, чтобы они не были открыты на территории Армении. А потом в Нахичеване вы их откроете. Понимаете, мы все предлагаем. Но они нет, они как на параде хотят без всякой проверки. А теперь я вам юридические моменты скажу. Вот дорога, скажем, шириной в 50 метров. Вы говорите, 40-30 километров ничего не решает. Это 40-30 километров означает дорога, например, шириной в 50 метров. А если на этой дороге выйдет один армянин, скажем, случайно какой-то пастух, его собьет азербайджанская машина. Какая будет юридическая ситуация? Кто будет эти инциденты расследовать? Кто будет ответственность нести? Какая вообще территория, эта дорога, какой юридический статус получает? Это означает некая серая зона, дорога, которая полностью не армянская, не азербайджанская, или какая-то инцидент случается, машина выходит из дороги и застревает рядом, или армянские машины могут использовать эту территорию, не могут использовать. Какие патрульно-постовые службы будут следить за этой дорогой? Скажем, азербайджанская машина застряла в центре этой дороги. Кто будет ему оказывать? Умер человек там. И, наконец, знаете, это для нас очень обидно. Что означает? Армения теряет ни за что, ни про что Армения теряет свой суверенитет. Если так, то справедливо будет, что мы решим с Азербайджаном некую дорогу, скажем, через Казах в сторону Дербенда, и пусть вся эта дорога тоже будет некой серой зоной для армян. А ведь Азербайджан не согласен. Если такое скажешь Алиев, Алиев скажет, нет, ну что вы, это же наша территория, наша дорога. А почему Армения должна соглашаться, чтобы хоть кусок его территории в виде дороги длиной в 40 километров и шириной в 50 метров, ну, это есть... из его суверенного... Почему? На основании чего мы должны свой суверенитет ограничить так? Друзья, напоминаю вам о возможности поддержать канал. Буду вам предельно признателен за поддержку канала. Это на самом деле будет очень важная помощь, поскольку производство контента, оно действительно стоит дорого. Поэтому, повторюсь, вы можете поддержать канал. Как это можно сделать? Это можно сделать через PayPal, либо криптоперевод. Либо вы можете стать спонсором канала на YouTube. На это есть аргумент. Как правило, азербайджанские эксперты приводят следующее, что значит, Азербайджан как победитель, значит, в 44-дневной войне, как государство, которое страдало от оккупации своих территорий в протяжении 30 лет, имеет право вот продиктовать вот это вот требование Армении. Второе – это возможность для Армении восстановить и выйти из регионального тупика. То есть, грубо говоря... Давайте по части идем. Во-первых, я подробно в нашей предыдущей встрече говорил, что де юре Армения ничего никого не оккупировала. То есть это уже забываем. Что значит? Во-вторых, что означает Азербайджан как победитель? Кто сказал, что Азербайджан победил? Кто сказал? В итоге стороны написали договор от 10 ноября 2020 года, по итогам которого, если так строго посмотреть, Азербайджан ничего не победил. Что победил? Должны были там армяне остаться 120 тысяч, должны были 2000 российских миротворцев остаться, и ситуация так зависает. И, наконец, где это де юре написано, что Армения и Азербайджан воевали? И, наконец, самое главное, четвертое, в заявлении от 10 ноября 2020 года, где говорится, что Армения капитулировала и должна какие-то требования выполнить. Но даже в этих условиях, поскольку власть в Ереване сейчас очень мягкая, власть в Ереване говорит, иди проходи.
Знаете, Михаил, я много слушаю Мгм. ваших гостей, ваших экспертов из особенно Азербайджана, я не пропускаю. Элементарно. Я хотел и не против, если бы у нас будет общий эфир. Вот, вы будете стоять в стороне, я задам вопрос, Мгм. пусть азербайджанский эксперт ответит. Тот же Рызван Гусейнов, пусть ответит. Ну, логично или юридически обоснует свою позицию. Понимаете, все настолько явно и ясно, что азербайджанская позиция предельно нелогична, не юридична. Вообще непонятно, о Мгм. чем речь. Что означает Армения капитулировала? Все, Армения вообще воевала в этой войне. И то, что наш премьер-министр что-то подписал, еще много вопросов вызывает, в том числе и в Армении. На какой стати ты написал этот документ? Понимаете, здесь много. Более того, статус этого документа тоже не определен. Если это международный договор, то он должен был пройти по армянским инстанциям. Но он не прошел. Или другой вопрос. Какое право имел армянский премьер-министр что-то подписывать? Понимаете, здесь масса вопросов. Но то, что Армения точно не капитулировала, как было, например, с нацистской Германией 9 мая, скажем, 1945 Мгм. года. Такого нет. Да, потерпели поражение, да, армяне лишились Арцаха, да, понимаю, это тяжелое. Но что означает? Нет, это нелогично. Я готов эту позицию проверить, прочность этой позиции с любым азербайджанским экспертом. Ну пусть, я просто знаю, что они ничего нового не скажут, Мгм. потому что я Хорошо. много месяцев уже слушаю вашу Вот программу. смотрите, Понимаете? вот когда говорят по поводу, вот мне всегда режет слух, когда говорят по поводу выходцев, вот то есть выходцев из Западного Азербайджана, я понимаю, что Мгм. это как бы территориальная претензия вот в адрес Армении, Мгм. которая как бы всегда, ну то есть Азербайджан ее подает как ответ на использование настойчивого термина «Арцах» применительно к Карабаху, потому что под Арцахом понимается определенная политико-правовая форма такой квазигосударственности на этой территории, которая является территорией Азербайджана, и Азербайджан очень резко на это реагирует. Вопрос, почему упорно очень многие в Армении продолжают использовать термин «Арцах», понимая, что он не способствует достижению мирного договоренности и рассматривается Азербайджаном в штыки. Смотрите, Михаил, Мгм. во-первых, слово «Арцах» исторически более обоснованно применительно к этой территории. Существовало такое Мгм. государство, Великая Армения, Великий Айк. Это слово «великое» не должно вводить людей в Мгм. заблуждение. Азербайджанские эксперты часто манипулируют этим словом. В армянском применяется слово «мец», «мец», что в Мгм. буквальном переводе переводится не как «великая», а как «большая». Здесь есть разница, Это как нюансы. миацум, правильно? Это от этого слова миацум. Нет, миацум это другое, это соединение, это другое, я вам это скажу. Мгм. Мгм. Смотрите, существовало некое армянское царство. Русские «мец хайк» на армянском «мец хайк», что Мгм. русские перевели как «Великая Армения». Но более правильный перевод – «Большая Армения». И здесь не имеется некая Великая Германия, Великая Мгм. Италия, то есть это не империя. Просто существовала Большая Армения, которая на западе заканчивалась рекой Ефрат, а на востоке заканчивалась рекой Кур, на юге заканчивалась сирийскими и иракскими пустынями. На Мгм. севере и существовало другое царство, маленькая Армения. Понимаете? Вот этот большой айк, просто мы привыкли говорить Великая Армения. Нет, правильно, большой айк, большая Армения. Вот, частью этой большой Армении была провинция Арцах. Эта большая Армения имела 15 провинций. 15 провинций, понимаете? Это административное деление этого царства, которое пало в 428 году. Существовало со времен Ахаменидов, пало в 428 году. Вот. И Арцах, это слово, этот провинция, нам много информации дают наши источники, и самое важное из них, видный географ VII века Анания Ширакаци, который, говоря об исторической Армении, и раз за разом говорит, вот эта провинция, Васпуракан, Арарат и т.д. и т.п. Также говорит Арцах. Вот мы Арцах поэтому любим. Но что означает термин Карабах? Вот азербайджанцы любят говорить, Карабах это по-тюркски, вот вы, контекст вашего вопроса тоже в том Мгм. был. Карабах это по-тюркски, а Арцах это... Нет, даже слово Карабах
50 на 50. Кара – это, да, черный означает по-тюркски черный, но бах, слово бах, на армянском буквально означает сад. Понимаете? Еще когда тюрок здесь не было, мы применяли это слово бах. То есть это персидское или персидско-армянское слово, которое перешло к туркам. Это, Понимаете? по-моему, даже книга Деваля так и называется. Да, да, «Черный сад». черный сад. Вот буквально Карабах означает Мгм. черный сад. Более того, первый термин Карабах мы встречаем в одной грузинской летописи относительно конца 13 века. Мгм. И Армении, вы знаете, я, в общем, не против термина Карабах. Просто когда здесь ставится такая вот Карабах, это если ты за азербайджанцев, Мгм. Арцах, нет, это не так. Карабах 50 на 50. Кара – это по-тюркски, Бах – это по-армянски. Вот тюрки говорят, нет, у нас тоже Бах означает сад. Да, у нас тоже Бах означает сад. Но у нас тоже Бах означает сад, у персов тоже Бах означает сад, понимаете? Та же проблема с Зангезуром. Людям кажется, что если говорят сюник, это по-армянски, если говорят по-зангезур, это по-азербайджански. Нет, сюник очередная провинция Великого Айка, то есть как Арцах, рядом сюник. Но Зангезур тоже встречается в наших источниках и означает ущелье. Зангезур, то есть ущелье, зор, Зангезор. Ну, не хочу углубляться. В итоге, это когда говорят Карабах, если ты говоришь Карабах, все, ты уже за тюрок, это не так. Просто лично Мгм. мне более приятен термин Арцах. И в своих книгах я тоже применил термин Арцах как более исторический и более стопроцентно армянский. Но я тоже не избегаю слов. Даже в Конституции Республики Арцах эти слова Арцах и Карабах применяются как синонимы. Там написано, Мгм. это Республика Арцах, в кавычках Карабах. Понимаете? Гарабах. Ну, а в армянском слово Г. Гарабах. У Мгм. тюрков тоже Г. Просто русские на К говорят. Этот К Мгм. забываем. Гарабах более правильно. Вот такой вопрос у нас. А историческая принадлежность этих территорий – это давно уже решенный вопрос. И, наверное, лишь бакинские эксперты ставят это под сомнение. Но это тоже могу с любым бакинским экспертом поговорить, если нужно. Вот такая Господин ситуация у Акопян, нас. завершением задам вопрос Мгм. по поводу противостояния Пашиняна и Католикоса. Я не имею отношения к армянской апостольской церкви, но я все-таки считаю, что не может руководитель страны, скажем, так резко, ну, скажем, вовлекаться в дела церкви, потому что церковь все-таки отделена от государства. И когда премьер-министр ссылается на то, что он не паломник, не паломник, не послушник, не активист, прихожанин этой церкви, и на том основании он высказывает необходимость изменения процедуры выбора патриарха и вообще выбора нового патриарха, потому что это значит человек, который по моральным соображениям не соответствует званию патриарха, католикос, о чем говорит Пашинян, а некоторые идут дальше, говорят о том, что это вообще человек, связанный с Россией, то, конечно, на мой взгляд, это все-таки ну, вот удар по верующим, поскольку армянская апостольская церковь играет очень большую роль в Армении. Вот вы как считаете, насколько это разумно со стороны Пашиняна? Спасибо, очень примечательный вопрос. Естественно, я юрист, действующий юрист, и не Мгм. могу иметь другого мнения. Я об этом много написал на своей странице в Фейсбуке. Более другие юристы тоже об этом написали. Я скажу вам поразительный факт. Обычно считается, что среди юристов есть некий разброс мнений, верно? Но вы не Мгм. найдете в Армении сейчас любого юриста, который не скажет то, что скажу сейчас я и сказал, а то, по сути, что сказали вы. Понимаете, это такой ясный, простой юридический момент, что государство не может вмешаться в церковные дела. Смотрите, у нас даже в Конституции есть 17 статья. Четко говорится, в Республике Армения гарантируется свобода деятельности религиозных организаций. Второй пункт. Религиозные организации отделены от государства. Это 17 статья нашей Конституции Мгм. действующей. Статья 18 все посвящено армянской апостольской церкви как религиозной организации. Говорится, что Республика Армения признает исключительную миссию армянской апостольской святой церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в развитии ее национальной культуры, в сохранении национальной идентичности.
отношения между Республикой Армения и ААЦ могут регулироваться законом. То есть в Конституции говорится, что есть некий закон, ААЦ – это религиозная организация, отделена от государства, четко отделена, но поскольку это не какая-то, скажем, секта, или все же как католицизм для итальянцев или испанцев, у нас есть тоже исключительная миссия, есть отдельный закон. И у нас тоже есть отдельный закон о свободе совести и религиозных организациях. Понимаете? А у нас также есть закон, который особо регулирует отношения ААЦ и государства еще 2007 года. И там все тоже написано, что вот мы признаем, католикос, он не имеет права вмешиваться в государственные дела. Государство тоже не имеет права. Понимаете, это все настолько ясная, прямая ситуация, что даже здесь нет. Это как, знаете, что если бы премьер-министр Армении вдруг решит, что Армения должна решать, кто будет возглавлять свидетелей Иеговы в Армении, или пятидесятников, или баптистов. Понимаете? Понятно, что ААЦ это не баптисты или не Иеговы. Но в принципе, одна и та же ситуация. Нет, это любой юрист, да, знаете, даже провластные юристы очень осторожно, они не высказываются, потому что любой юрист, если скажет то, что против того, что я сказал, он совершит юридическое самоубийство как профессионала. Он просто будет осмеивать его. Но здесь ситуация, это юридическая сторона оставляем, здесь ситуация политическая. Не секрет, что наш католикос Карагин II, он на более национальных позициях стоит, в том числе и в вопросах Арцаха, Карабаха, в том числе и внутриармянских многих вопросах. И не секрет, что нынешняя власть Армении во многом потакает турецко-азербайджанским претензиям, которые, по представлениям многих армян, попирают наши национальные интересы и даже национальную гордость. Понимаете? Ну да, потерпели поражение в войне, поняли. Ну, извините, а какой народ не потерпел поражение в войне? Есть в мире такой народ, который не потерпел ни разу поражение в войне? Нет такого народа. Но это же не означает, что потерпели поражение в войне, теперь должны во всем сдаваться туркам, азербайджанцам, говорить, идите, вот наш дом, вот наши семьи, вот наши национальные достояния, идите, что хотите, сделайте. Понимаете? Армяне противятся, внутри противятся этому. И церковь, как национальная структура, притом, скажу я вам, вот я слежу за, например, развитием ситуации на Украине. Может, я здесь буду ошибаться, потому что нюансов не знаю. Но сколько я из Армении вижу, у вас оппозиционная часть православной церкви более активна, чем у нас. У нас католика что делает? Иногда какое-то заявление делает, скажем, в важные памятные дни, скажем, в день геноцида армян в Османском султанате, и там говорят, что вот мы армяне, мы должны быть сильными, национальными. И тогда он не говорит, идите, меняйте власть, не знаю, сделайте это. Есть просто у нас один из сарпазанов, это, чтобы вы представили, это епископ, как епископ. То есть там католикос на самом верху стоит, несколько епископов, то есть рангом на уже второй ступеньке. Один из наших епископов, который владел церковной территорией на северо-востоке Армении, когда действующая власть решила... Это в Тавушской области, имеете в виду? Да, я просто не хотел... Баграт Галстянян. Когда действующая власть Армении решила в одностороннем порядке уступить земли Республики Армения Азербайджану, притом на этой территории проходили наши оборонительные рубежи. Вот этот Баграт Сарпазан сказал, я против этого, я собираю свой пост и иду в Ереван. Понятно, что это против власти. Но даже здесь католикос наш, извините, католикос четко сказал, что с того момента, как Баграт Сарпазан начинает свою эту деятельность, он перестает быть епископом. Это по общему понятию епископ, понимаете? То есть он начинает действовать как гражданин, как армянин. Церковь дистанцировался от этого. И в этих условиях напасть на церковь, понимаете, со всеми нюансами. Армяне очень набожные люди в этом плане. Лично мне, как армянина, очень это
оскорбляет эти нападки на церковь. Что означает? Спасибо. Понимаете, мы под властью этой церкви пережили власть персов, арабов, турок, монгол, не знаю, туркменов, не знаю кого, не знаю чего. Наши католикосы, да, у нас было 132 католикосов, действующий католикос 132. Но, да, были плохие католикосы, но основная часть католикосов – это люди, которые еще, наш Нерсес Великий, один из первых католикосов, еще в 371 году на Дзиравском сражении стоял на горе и молился за армянское войско. Наш католикос в 451 году на Аварайском сражении был на этой территории, молился за армянское войско. Наш католикос Саак III в 705 году шел договариваться с арабами, когда первое восстание против арабов подходило к концу, и армяне имели надобность в дипломатических связях с арабами. Наши католикосы целые просветительскую деятельность делали, армянские, письменность армянская, понимаете, народу не дали пропасть под властью ислама. Понимаете, наши католикосы делали все, чтобы армянин остался армянином. Даже в эти смутные годы, когда уже армянских церковных, когда уже армянских князей вообще не осталось в 16 веке, 17 веке, наши католикосы тайно входили в связи с европейскими государствами и предлагали им планы освобождения Армении, понимаете? Вот, а теперь представьте, в этой ситуации азербайджанцы или азербайджанская медиа говорят реваншисты, или, как некоторые эксперты говорят, террорист в рясе, имея в виду нашего католикоса. Как может нашего католикоса так оскорбить? То есть Гарегин II террорист, притом в рясе, да? То есть Никол Пашинян, это все нормально, наш католикос террорист. Нет, это неприемлемо, это наше национальное достояние, и любой нормальный армянин не даст в обиду армянской церкви. Понимаете? В отличие, несмотря на ничего. Вот такая у нас ситуация. Спасибо. Спасибо большое, господин Акопян. Друзья, с ним был Гер Акопян, юрист, эксперт из Армении. Господин Акопян, я очень рад, что у нас с вами наладилось такое взаимодействие. Вы приходите, я очень ценю. И до новых встреч. Спасибо вам огромное. Спасибо и вам, Михаил, спасибо. Извините за мой несколько корявый русский, но я говорю столько. Буду рад еще встретиться с вами и иметь еще обсуждение. Спасибо вам огромное. Спасибо.